Вы смотрите актуальное интервью, в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Защита и восстановление прав участников долевого строительства по-прежнему остаются одним из главных приоритетов в работе правительства республики. Как решаются проблемы обманутых дольщиков, как реализуется в регионе льготная ипотека. Гость студии – первый заместитель председателя правительства Якутии Кирилл Бычков. Кирилл Евгеньевич, здравствуйте. Добрый день. Ну и первый вопрос по восстановлению прав участников долевого строительства, пострадавших в результате неисполнения застройщиками своих обязательств. Сколько в республике насчитывается проблемных объектов? На сегодняшний день в республике насчитывается 10 проблемных объектов. Из них 8 – это жилое строительство, жилищное строительство, многоквартирные дома, 8 объектов, 6 застройщиков и 2 объекта нежилого строительства. Всего 10. Какая работа ведется по восстановлению прав обманутых дольщиков? На самом деле у нас в последнее время наметились очень большие сдвиги в работе по этому направлению. Скажу о том, что был создан федеральный фонд поддержки обманутых дольщиков, и мы, как республика, самым первым регионом, одним из самых первых регионов, заявились на федеральные средства помощи в поддержке решения вопросов с обманутыми дольщиками. И в рамках этой программы проводится уже очень активная работа. Могу сказать, что в этом году уже 4 объекта выведены из реестра проблемных активов. Первый объект был выведен в январе этого года. Это дом номер 1 «Семир». Потом 2 объекта были выведены в начале второго квартала текущего года. Это Г3, Г4 застройщика Черов ИК. Ну и недавно совсем, в конце июня текущего года, квартал 23, застройщик «Алмазная корона Приполярья» завершили свой объект и, соответственно, восстановили права своих дольщиков. Но, конечно, на этом работа в этом году не заканчивается. У нас на выходе также несколько проектов, которые мы в этом году рассчитываем вывести из проблемного списка, таким образом уменьшив его еще. Это такой объект, как 179-квартирный дом на улице Каландрашвили в Якутске, и мы планируем, что до конца года он будет завершен строительством. Напомню, что там был выбран способ замены застройщика, и вместо северной строительной компании Якутпромстрой принял эту эстафету, и до конца года должен вести этот объект. Соответственно, права дольщиков также будут восстановлены. Ну и 2 объекта, которые у нас являются нежилыми, но в то же время они у нас включены в реестр проблемных объектов. Это ООО «Рост» и ООО «Чурон». Мы также рассчитываем, что до конца года удастся эти объекты ввести в эксплуатацию. Соответственно, они также должны у нас покинуть список проблемных. Перейдем к теме ипотеки. Президент страны Владимир Путин объявил о продлении льготной ипотеки еще на год. Как продление льготной ипотеки изменит рынок жилья? На самом деле это очень действенный механизм. Мы, конечно, благодарны правительству Российской Федерации вообще, что такой механизм был принят. Напомню, что многие элементы льготной ипотеки были приняты в разгар пандемии. Мы понимаем, что для нас жилищное строительство, доступность является одним из, наверное, самых важных факторов нашей жилищной политики. И такая программа как нельзя пришлась кстати нашим жителям. В прошлом году льготная ипотека составляла 6%. В этом году программа продолжилась, и решением президента Российской Федерации ее продлили еще на этот год. Ставка будет 7% в этом году, но тем не менее эта программа будет также востребована и в этом году. Были несколько понижены максимальные суммы выдачи, но я думаю, что для тех семей, которые в этом году воспользуются этой ипотекой, все равно это будет очень хороший действенный механизм, который позволит купить квартиры. И, кстати говоря, могу сказать, что в отличие от многих других форм ипотечных, льготная ипотека, она действует очень широкому кругу наших жителей, поэтому там практически нет никаких ограничений, и этой формой могут воспользоваться практически все жители. Конечно, они должны иметь определенные требования и удовлетворять требованиям финансовой устойчивости, но в то же время практически все от 21 до 65 лет могут воспользоваться этой программой. Если говорить в общем, какие программы льготной ипотеки существуют?
Ну, в целом скажу, что много программ, которые у нас уже работают, они в этом году продолжают свои действия. Ну, во-первых, это семейная ипотека. Это известный такой фактор поддержки молодых семей. Это семьи, у которых в период с 18 по 22 года родился или родится третий или последующий ребенок. То есть это крупные семьи. Ставки составляют не более 5% годовых, что, конечно, для молодой семьи очень серьезная поддержка. В городах такие семьи могут приобретать первичное жилье у застройщиков, а в сельской местности они могут также покупать и вторичное жилье, что, конечно, очень удобно для развития села. Максимальный размер кредита по данной форме составляет 6 миллионов рублей. Ну и на самом деле достаточно легко оформить этот ипотечный продукт. Вторая программа – это дальневосточная ипотека. Это очень тоже востребованный механизм. Многих он порадовал, когда Минвостокразвитие проинициировал такую форму. И ставка составляет 2%. Естественно, здесь есть небольшое ограничение, такое, которое связано с возрастом. Вот это эту программу могут задействовать супруги до 35 лет, или если с детьми или без причем, а если родители-одиночки не старше 35 лет с несовершенным ребенком, также они могут этой программой воспользоваться. Здесь также человек должен быть трудоустроен, то есть иметь определенную финансовую обеспеченность, и такие же примерно требования здесь есть по приобретаемым помещениям. То есть это в городах первичка у застройщика, и в сельской местности это могут быть также и вторичное жилье. Ну и, конечно, сельская ипотека, которая также очень с низкой ставкой. У нас по разным регионам она у нас в стране варьируется. В нашем регионе она составляет до 3%. Здесь может получить любой россиянин, который планирует купить жилье в сельской местности. И, конечно, здесь вот эта низкая ставка, она обеспечивает также и приток населения и закрепление населения, там, чтобы молодежь оставалась в сельской местности, это для нас тоже очень важно. Ну и, конечно, программа поддержки многодетных семей, так называемая компенсация процентной ставки, это размер компенсации до 450 тысяч рублей. И, в принципе, эта программа также очень востребована и, ну, скажем так, легка в обращении. То есть тот объем документов, который требуется, он, в общем-то, минимальный для того, чтобы получить эту меру поддержки. В целом, оправдала ли себя программа льготной ипотеки? В целом, безусловно, оправдала. Я могу вам сказать на цифрах, что у нас рост сделок по покупке жилья молодыми семьями, он кратно повысился. То есть она оправдала в первую очередь свое назначение, потому что она была нацелена в основном на молодые семьи, на то, чтобы именно молодежь получала возможность сразу получать именно свое жилье. Но это и большой стимул, такой большой толчок для развития рынка жилищного строительства. Безусловно, мы сейчас видим, что ипотечные программы, они подстегнули жилищное строительство. Но в какой-то момент даже квартир стало не хватать. Вот. И вот такой мощный толчок, он, конечно, нас стимулирует для того, чтобы наши программы жилищного строительства наращивали свои темпы, и возможность людям приобретать квартиры по таким привлекательным ставкам, чтобы они обеспечивались и соответствующим предложением жилья, прежде всего, конечно, в столице нашей республики, где наибольший спрос на жилье, но мы видим даже цены из-за ряда программ несколько так вот подросли, потому что спрос появился. Но я думаю, что сразу хочу успокоить, что этот фактор в ближайшее время он будет снивелирован ростом вводимых квадратных метров. Уже со следующего года, когда вот в этом году у нас заработают программы комплексного развития территории, со следующего года мы ожидаем уже рост количества вводимых метров по отношению к предыдущим периодам, поэтому я думаю, что мы здесь быстро наполним предложение. Продолжая тему квадратных метров, какую вообще недвижимость можно приобрести по программе льготной ипотеки? Ну, на самом деле, по льготной ипотеке, как я уже сказал, в первую очередь это первичка, то есть это застройщики, которые реализуют свои
свои новостройки, квартиры в новостройках. Ну и, конечно, по сельской местности это вторичное жилье. Можно ли взять льготную ипотеку на рефинансирование? Не предусмотрено. Рефинансирование льготной ипотеки не предусмотрено. Но в будущем обсуждался такой вопрос. Будет ли обсуждаться? На самом деле сейчас мы же говорим о том, чтобы новые ипотечные продукты были, чтобы семьи получали как первое жилье. То есть для нас и вообще в целом для страны сейчас приоритетна доступность ипотеки. То есть рефинансирование – это уже второй вопрос, если вы уже ипотеку взяли. Но хотя на самом деле сейчас банки ведут даже между собой некую конкуренцию в этой части, потому что рынок ипотечный, он достаточно привлекателен сейчас для банков, и многие банки на территории нашей республики начали эти программы, и мы видим, что даже в прошлом и в позапрошлом году они не присутствовали на ипотечном рынке, сегодня мы их видим. В какие банки можно подать заявку, какой первоначальный взнос и сколько в этом году жителей региона воспользовались льготной ипотекой? Все наши крупнейшие банки, в первую очередь, конечно, это госбанки. Все госбанки без исключения выдают ипотеку. Это Сбербанк, это ВТБ, это АТБ, Россельхозбанк, Газпромбанк. Ну и акционерные банки, частные банки тоже активно заходят на этот рынок, и мы видим, что продукты стали предлагать уже и банки коммерческие. Поэтому я вижу здесь удобство для потребителя в том, что он может выбирать условия. Если ставки примерно одинаковые, то условия, скорость выдачи и клиентское отношение в разных банках, оно очень сильно разнится. Я надеюсь, что банки это понимают и будут за своего клиента бороться. Что касается минимального взноса, то он тоже достаточно комфортный, он составляет на сегодняшний день около 15%. Ну, некоторые банки больше требуют, но в целом в среднем 15%. Кирилл Евгеньевич, спасибо, что пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем вам дальнейших успехов в работе. И вам спасибо. А я напомню, о восстановлении прав обманутых дольщиков, об ипотеке мы говорили с первым вице-премьером правительства Якутии Кириллом Бычковым. Это было актуальное интервью. Оставайтесь с нами.